Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале Челны ТВ, в студии Елена Камалова. И вот что я и моя команда подготовили для вас сегодня. Стой, кто идет. В Центре образования номер 16 установлены камеры по распознаванию лиц. Какие еще новшества есть? Об этом расскажет Эльмира Гайнудинова. Внимание, дети! К новому учебному году готовятся не только школьники и их родители, но и сотрудники госавтоинспекции. Подробнее о материале Христины Балабановой. На дне с 80-х годов в Нижнекамском водохранилище демонтируют бездействующие трубопроводы. Подробности в материале Лисан Габдрашитовой. Ремонт в парке Прибрежном в самом разгаре. Как челнинцы оценивают проведенные работы по благоустройству, узнала Изиля Шаймухаметова. Спонсор нашего выпуска – магазин «Много ванн». Широкий выбор плитки, акриловых ванн, душевых уголков, мебель, смесителей унитазов. Задумались о ремонте, за обновлением сантехники? Обращайтесь в «Много ванн». Вот бы нам новую ванну. Красивую, уютную, стильную. И большую, чтобы купаться, как на море. Так едем в магазин «Много ванн». Там ванн, мебели, плитки, целое море. И скидки в этом месяце до 40%. Много ванн. Симвике 21, остановка 41 комплекс. Стой, кто идет! В новых челнинских мегашколах, которые построены в этом году, учеников и учителей при входе проверят с помощью Face ID. Это специальная камера, которая позволяет распознавать по лицу. О новшестве мэру Наилю Магдееву рассказали в Центре образования номер 16. Вход в Центр образования номер 16 будет по Face ID. Это камера по распознаванию лиц. И таким образом родители учеников, например, смогут узнать, в какое время их ребенок пришел в школу, а в какое время ушел. Кроме того, система позволяет измерять температуру. Если она повышена, то все данные передаст в медпункт. Но это не единственное новшество, которым гордятся в Центре образования номер 16. У нас реализованы несколько решений, которые в полноценном виде нет ни в одной школе еще России. Например, у нас кабинет с 3D-очками, 28 рабочих мест полноценно, чтобы весь класс может сесть, работать и учиться в таком виртуальном, в 3D виде, проводить уроки. В классах установлены интерактивно-меловые комплексы, которые состоят из 3 досок. Интерактивный, магнитно-маркерный и меловой. В Центре образования 2 бассейна для занятий ребят физкультуры. Самое современное оборудование и в пищеблоке, что позволит детям получать всегда горячую еду. У нас есть индукционные плиты, котлы, макароноварки, пельмени-варки, пароконвектоматы. На мой взгляд, это намного улучшает и облегчает работу всего персонала, и, соответственно, мы снимаем вопросы по поводу того, что блюда бывают холодными. Мегашколу построили за рекордно короткие сроки – 8 месяцев при нормативных 24. Но, как уверили строители, на качестве это никак не скажется. К тому же они дают гарантию сроком на 5 лет. Здание стоит на сваях, так что никаких проблем нет, никаких посадок, ничего не будет. Трещины, возможно, будут, но мы никуда не уходим, гарантийно обязательства несем всегда. Придем, каникулы, значит, косметические такие трещины заделаем. Это если будут? Если будут. Но я не помню, чтобы у нас за 7 школ предыдущих строили наши строители, какие-то были вопросы, проблемы. Поэтому этих проблем и вопросов не было никогда. 34-й микрорайон достаточно молодой, здесь много детей, потому школа в комплексе была необходима. Иначе бы пришлось возить ребят в автобусах до других образовательных учреждений, отметил мэр Челнов Наиль Магдеев. 1 сентября Центр образования готов принять ребятишек с 1 по 7 классы. А обучать их будут в том числе и молодые учителя из Челнов, Бугуруслана, Черемшан и Бугульмы. Эльмира Гайнудинова, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. Внимание, дети! К новому учебному году готовятся не только школьники и их родители, а также сотрудники госавтоинспекции. В период с 21 августа по 10 сентября в республике будет проходить профилактическое мероприятие по соблюдению детьми правил дорожного движения. Христина Балабанова продолжит тему. За 2023 год с участием детей в возрасте до 16 лет зарегистрировано 57 ДТП, в которых 1 ребенок погиб. Тем не менее, за текущий год количество ДТП уменьшилось на 14,9%. Число пострадавших уменьшилось на 21,9%.
Таких показателей удалось достичь благодаря профилактическим мероприятиям для детей по правилам дорожного движения. Их проводили и в период летних каникул. При школьных и оздоровительных лагерях, учреждениях дополнительного образования сотрудники госавтоинспекции провели 51 лекцию, 44 тематических мероприятия и 3 лекции по безопасности дорожного движения. В период проведения праздничных линеек 1 сентября, период операции «Внимание, дети», сотрудники наши будут обеспечить безопасность дорожного движения на всех нерегулируемых пешеходных переходах по маршруту движения школьников, чтобы в целях недопущения наездов в период массового перехода детьми проезжей части. Также в текущем году сотрудники дорожного надзора госавтоинспекции провели обследование территорий, прилегающих к школьным и дошкольным образовательным учреждениям. В результате проверки были выявлены нарушения, которые на сегодняшний день уже устранены. Ради Кадиков также отметил, что каждая школа должна иметь паспорт безопасного маршрута для школьников. Это означает, что по маршруту дом-школа-дом ребенок должен перемещаться по дороге, которая должна быть обеспечена тротуарами, дорожными знаками и светофорами. Сотрудники госавтоинспекции настоятельно рекомендуют как автолюбителям, так и детям быть предельно внимательными на дорогах, особенно в период нового учебного года. Христина Балабанова, Кирилл Хабзи, новости Channel TV. Ее судьба решена. Это демонтаж. Контейнерную площадку для сбора мусора в 28-м комплексе убрали после обращения жителей. Такое решение приняла управляющая компания. Напомним, в одном из выпусков новостей мы рассказывали о том, что жители дома 2810 жалуются на свалку, которая образовалась возле их дома. Подробнее далее. Контейнерная площадка под твердые коммунальные отходы около дома 2810 установлена по федеральной программе в 2022 году, но со временем ее превратили в несанкционированную свалку. Данный случай не единичный, отметили в Гринте. Силами регоператора на данной территории производится вывоз стихийной несанкционированной свалки, а управляющая компания демонтировала контейнерную площадку во избежание навалов впредь. Двор станет чище, уверены и жители. Данный мусор копился больше месяца, уверяют жители. Они надеются, что после принятия мер проблема будет полностью решена. Ну вот так раньше не собирался он, не знаю, что такое произошло. Если не будет зоны, куда складывать этот мусор, то, наверное, не будет он копиться, будут вовремя вывозить его. Обращаюсь с начальнику ОКОП, сначала акты составляем, отправляем. Там на уровне уже выходили управляющие компании, чтобы вывозили систематически этот мусор. На уровне города этот вопрос, как говорится, поднимали. Поэтому мы надеемся, что у нас вот эти мусорные свалки в конце концов ликвидируют. Было принято решение, что площадка будет демонтирована. По многочисленным просьбам наших жителей мы стараемся всякими силами им помочь. Данная площадка ТКО не вошла в баланс ни Гринти, ни ЖКХ. Мы предоставляем своих грузчиков на данный момент. Это наши плотники, сантехники, дворники. Региональный оператор вывозит ТКО и ГГО только с зарегистрированной контейнерной площадки, отметили в Гринте. Айзиля Шаймухаметова, Сергей Вильданов, новости Channel TV. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавлыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 21 по 26 августа. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. 19 августа в честь открытия нового современного мебельного центра «Мебели. состоится праздник. Не пропустите веселые соревнования, сахарная вата, подарки. Родители мебели выбирают, а дети веселятся и отдыхают. Ждем вас по адресу Ахмедшина, 119А. Продсклад «Победа». Сухарики со вкусом ветчины и сыра 150 грамм 29 рублей. Напиток газированный Твинс Кола 2 литра 74,90. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Под водой 40 с лишним лет. В Тукаевском районе на озерном месторождении нефти, расположенном в акватории Нижнекамского водохранилища, рабочие демонтируют бездействующий трубопровод. Данный проект является пилотным для России. Он реализуется в рамках национального проекта «Экология». С ходом работ ознакомились журналисты Казани и Набережных Челнов.
Мы находимся вот здесь вот с вами, коллеги, чисто так. А это порядка 8 километров от островов месторождения Озерный, рассказывает главный инженер журналистам. На них находятся скважины, которые сегодня эксплуатируются нефтяной компанией. Рабочие же демонтируют трубопроводы только в акватории Нижнекамского водохранилища. Всего протяженность трубопровода составляет 23,6 километров. Рабочие уже достали чуть больше половины, а это 13 километров. Сейчас рабочие подготавливают к разработке второй нефтепровод. На место соединения труб устанавливается кессон – большая труба, в которой после откачивания воды работают сварщик и резчик. Увидеть ее часть журналисты смогли с катера. Врезка безогневым методом, именно в этом кессоне. Продувка от имеющегося нефтепродукта, тампонирование места врезки. Резка трубопровода на части, соответственно, демонтаж кессона. После этого идет разработка трубопровода по всей длине. На палубе плавплощадки загерметизированные трубы. Их распиливают на секции до 10 метров. Демонтаж выполняют порядка 30 человек в смену. Задействовано 20 единиц техники. Поднятые со дна трубы временно складируются на территории базы. В дальнейшем их отправят на утилизацию в Альметьевск. По словам заместителя министра экологии, эти трубопроводы были затоплены в 80-е годы в связи с образованием Нижнекамского водохранилища. Сегодня они не несут вреда, но являются потенциально опасными. Нижнекамское водохранилище является источником водоснабжения для населения численностью практически 1 миллион человек. То есть это четверть населения нашей республики. И вот водозабор, который находится именно, так скажем, на Нижнекамском водохранилище, он питает водой такие крупные города, как Набережные Челны, Менделеевск, Елабуга. Демонтаж бездействующих трубопроводов был одобрен Министерством природы России. Общая стоимость работ – 930 миллионов рублей. Из них 200 – это средства нефтедобывающего предприятия. Остальное финансирование выделено в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Все работы планируют завершить к концу этого года. Лейсан Габдрашитова, Артем Колесов, новости Челны ТВ. В городе продолжается реконструкция парка Прибрежный. Напомним, работы ведутся поэтапно. Благоустройство первого этапа началось еще летом 2022 года. Что уже сделано и что ожидают челнинцы, узнала Айзеля Шаймухаметова. Работы в парке Прибрежном идут полным ходом. В настоящее время тут проходит устройство бетонного основания под тротуар и велосипедную дорожку, укладка асфальтобетонного покрытия, а также рабочие устанавливают опоры освещения. Сейчас здесь проходят работы по благоустройству второй очереди. Челнинцы рады уже обновленному парку, но всегда есть одно «но». Их список пожеланий по обновлениям пополнился. Удобнее стало спускаться на каму. Вот. Что еще? Ну, нравится то, что облагораживают все местность. Я же 65-го, езжу купаться в родник. Получилась набережная, конечно, очень красивая. Ну, конечно, было это... Здесь супруг у меня живет. Вот только что об этом говорили, что все детство здесь провел, как бы. И то, что сейчас, это, конечно, классно, красиво. До конца облагородить береговую зону самого этого карьера и почистить его, соответственно. И все, в принципе, здесь. В остальном еще, время покажет, как будет закончен весь объект. В настоящее время тут проходят работы по благоустройству в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». Айзеля Шаймухаметова, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. Город в красках. На торце дома 9-1 Центрального проспекта старой части города совсем скоро появится портрет великого татарского поэта Мусы Джалиля. Искандер Мирзагитов выяснил, на какой стадии работ художники находятся сейчас. Торец дома 9-1 был выбран не случайно. Он расположен возле мемориала Мусы Джалиля и рядом с одноименным проспектом, который носит имя татарского поэта. То, что здесь сделано, очень красиво. Нам очень нравится Муса Джалиля, улица, и теперь прекрасный рисунок этот. И город у нас стает таким красивым с этими рисунками, обновление. Спасибо всем художникам, кто это умеет делать. Проект разрабатывался совместно с главным архитектором города Маликой Шамсиевой. Художником проекта выступил Марат Белялов, известный в городе по своим муралам на стенах. Очень красиво, хорошо. Рады, что наконец-то взялись за наш дом. Я сегодня тут уже проходил, смотрел. Был с дочкой сегодня проходил.
Вообще клево. В среднем на изготовление одного мурала уходит от 7 до 8 дней, признается художник. Жара никак не влияет на его трудоспособность, тем более в середине недели значительно похолодало. Дождь влияет, уж естественно дождь идет, стена мокнет, работа стоит, ждет, пока подсохнет. Где-то весна была, по-моему, конец зимы, может, потихоньку начали наработки вести, опять же совместно с Малькой Таверной. Да, было несколько вариантов, согласовывались, пока то, все там. Меняли композицию, меняли цветовую гамму. Ну, вот пришли к единому мнению, скажем. Марат Белялов советует юным художникам не бояться пробовать себя в чем-то новом. Главное – начать и развиваться. Тогда все получится, как у него. В художку ходить, если есть желание рисовать. Участвовать в фестивалях, пускай их мало, но они проходят. Да и, как, не знаю, рисовать. Планируется, что работа над портретом будет завершена уже к концу этой недели. Жилой дом 9.1 вошел в программу капитального ремонта в текущем году. Искандер Мирзагитов, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. В Набережные Челны приедут более 100 пилотов со всех уголков России и стран СНГ. Уже завтра, 19 августа, в городе пройдет фестиваль Юка Драйв Фест 2023. Автоград выбран не случайно. Это родина легендарного КАМАЗа. Что подготовили организаторы для гостей мероприятия, узнала Лилия Агатина. Джимхана – один из самых зрелищных видов автоспорта. Пилотам необходимо пройти извилистую и очень сложную трассу со множеством препятствий за минимальное время. На их пути – конусы, автомобильные покрышки, бочки, крупногабаритная техника. Кроме того, шары, которые нужно задеть. Соревнования пройдут в идеальном для этого месте на арене городского Майдана. Бетонное покрытие даст возможность ощутить интересную и зрелищную трассу, а расположение трибун позволяет всем зрителям насладиться этими заездами из любой точки зрительного зала. В квалификационных заездах примут участие более 100 пилотов со всех уголков России и стран СНГ. К примеру, Алексей Шундюков вместе со своей командой приехали из Беларуси, преодолели около 2000 километров. Джимханом он занимается более 16 лет. Мы единственные в мире, кто сделали Mazda MX-5 на моторе AMG V6 на компрессоре. Собрали машину мы буквально месяц назад и практически без тренировок сразу рванули в бой. Камиль Хамидуллин приехал из Башкирии. Мужчина врач-хирург. По его словам, работа непростая. Много стресса. Автогонки помогают расслабиться. Это было его детской мечтой, которая осуществилась в мае этого года. А теперь он принимает участие в таких крупных соревнованиях. Это достаточно редкий для России автомобиль. Это Nissan Silvia S13. Она привезена из Японии и специально подготовлена под российский чемпионат РДС. В моем автомобиле стоит двигатель V8 с турбиной мощностью 450 лошадиных сил. Основными хедлайнерами гонок станут создатель первого в России гиперкара для дрифта, пилот российской серии РДС GP Сергей Кабаргин, а также один из самых именитых дрифт-пилотов страны, вице-чемпион интерконтинентального кубка ФИА по дрифту Аркадий Цареградцев. Моей машины здесь нет. И мне ребята привезли машину, которую мне дают в аренду. Это Toyota Altezza, вот она без колеса переднего стоит. У нее свои механики. И они сейчас мне просто обуют шину, дадут и скажут: вот езжай. Если у вас не так много денег, но все же заниматься дрифтом хочется, ваш выбор – «Жигули». Легкий и доступный способ, чтобы влиться в эту культуру. Да и выглядит не хуже, чем иномарка. Помимо самих соревнований, для челнинцев и гостей города подготовили выставку уникальных масл-каров и ретро-автомобилей из частных гаражей. В 16:00 у нас будет автограф-сессия с пилотами, которые участвуют в данной гонке. То есть вы сможете пройти к ним, сфотографироваться, получить автограф и пообщаться. Мероприятие продлится до 10 часов вечера. Лилия Агатина, Сергей Вильданов, новости Челны ТВ. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Увидимся на нашем телеканале.